Владимир Федоров. Абакаяда. За спиной тесовый пыльный город, коч взад они ладят казаки, а с крутого Ленского угора женщина глядит из-под руки. Нет, не видно паруса с откоса, ни вблизи, ни в дымке голубой, и опять в глазах ее раскосых стынут ожидание и боль. Ни письма, ни весточки, в походе затерялся где-то мил дружок. 10 лет она уже выходит на высокий Ленский бережок. Неужели не пройтись им рядом, и навек разлука суждена? Молится святым Абакаяда, верная крещеная жена. Возвратится сокол, возвратится, чует сердце, что живой Семен. Только вот сторонняя землица накрепко взяла его в полон. Где ей знать, откуда бедной ведать, что Дежнев еще на полпути, что через снега, шторма и беды будет 20 лет он к ней идти. Но однажды ей протянет руки и обнимет крепко, не дыша. Только вот сгоревшая в разлуке не воскреснет заново душа. Бабий век он без того короткий, сердце не осилит тяжесть ран, и слезу уронит в чарку водки, возвратясь с погоста атаман. И о верности подруги милой будем всем рассказывать окрест. Над простой якутской могилой русский православный светлый крест. Это стихотворение было напечатано в поэтическом сборнике «Звезда снегу» в 1982 году. Памятник великому землепроходцу Семену Дежневу, его жене Абакаяде Сючу и их сыну Любиму был открыт в Якутске в сентябре 2005 года, накануне 15-й годовщины со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия. Памятник Дежневу и Абакаяде – это монумент легендарным личностям, олицетворяющим вековую дружбу якутского и русского народов. Семен Иванович Дежнев родился около 1605 года в Великом Устюге. Выдающийся русский путешественник, землепроходец, мореход, первооткрыватель Северной и Восточной Сибири, казачий атаман, торговец пушниной. Он открыл пролив между Азией и Америкой, именем которого назван самый крайний восточный мыс Чукотского полуострова. Причем сделал это за 80 лет до Витуса Беринга в 1648 году. Семен Иванович прослыл не только храбрым волевым казаком, но и хорошим дипломатом. Он, вероятно, владел якутским языком. Сохранились сведения, что в 1640 году ему удалось без порчи, без драки примирить воевавших между собой якутов из разных улусов. Дежнев прожил в Якутии свыше 30 лет. Он был зятем якутского народа. В 1640 году женился на усть-алданской красавице по имени Абакаяда Сичу. От этого брака Дежнев имел сына Любима, который тоже усердно служил в якутских краях. Осенью 1641 года Дежнев должен был во главе казачьего отряда отправиться на дальнюю службу на реку Аймакон. Края вовсе неведомые. Понимая всю сложность предстоящего похода и не желая оставить Абакаяду на положение соломенной вдовы, Семен обратился с челобитной к самому государю сия Руси Михаилу Федоровичу о позволении окрестить его жонку православную веру и повенчать их в храме Божием. Царь ответил благословением, а в скорости на удачу молодоженов Ленский острог вместе с первыми воеводами Головиным и Глебовым, дабы на Лени-реке без попов не было, прибыла первая церковная миссия. Так Абакаяда оказалась самой первой саха, официально соединенной с церковными узами с русским. Под веселый звон колоколов недавно срубленного храма
Отгуляли счастливые возлюбленные негромкий пир, и почти сразу же, оставив у новой родни молодую жену, только что родившую сына Любима, Дежнев ушел в поход. Семен Дежнев отправился на Колыму, чтобы вернуться через год, но судьба распорядилась иначе, и пришлось странствовать ему по морям и рекам более 20 лет. Что было с Абакаядой дальше, неизвестно. Если верить легенде, она ждала мужа 20 лет. Дежнев добрался в Якутск только весной 1662 года, через 21 год после начала своей заполярной Одиссеи. К моменту встречи с отцом Любим был уже 20-летним казаком и сам нес службу не только в Якутске, но и участвовал в дальних походах на восток, на реки Улью и охоту. Дежнев пережил свою первую любовь и венчанную жену Абакаяду на 10 лет и умер в звании атамана, пожалованным царем за многую службу и терпение. Случилось это в 1673 году. Любим же вошел в историю как соратник известного землепроходца и первооткрывателя Камчатки Владимира Атласова. Добавим, якутский драматург Сооруна Моллон был горячим проповедником легенды. Легенда о верности легла в основу сочиненного Сооруном Моллоном либретто балетного спектакля «Абакаяда» на музыку композитора Николая Пейко, поставленного в Якутском музыкальном театре в 1983 году. Сюжетная линия балета такова. В атмосфере вражды между якутскими тойонами и русскими казаками на сцене развивается любовь Семена и Абакаяды. Из-за политической подоплеки спектакль шел всего 2 сезона. В те же годы на Свердловской киностудии режиссер Николай Гусаров снял фильм «Семен Дежнев». Абакаяду в картине исполнила актриса Саха театра Степанида Борисова, которая создала яркий образ любящей, верной жены. Памятник был изготовлен в городе Санкт-Петербурге. Эскизы сделаны 3 якутскими художниками. Памятник представляет из себя счастливую семейную пару с сыном Любимым на коленях. Установлен в новом сквере, который вместе с новым мостовым переходом через городской канал образует архитектурно-мемориальный комплекс. Автором памятника является народный художник Якутии, скульптор Максим Максимович Павлов, член Союза художников СССР с 1975 года. Памятник расположен на перекрестке улицы имени Кирова с улицы Пояркова и представляет собой скульптурную композицию, отлитую из бронзы, сидячих на скамейке фигур землепроходца Семена Дежнева и его супруги Абакаяды и их сына Любима Дежнева. Семен Дежнев изображен в казахском кафтане, его жена Абакаяда в традиционном летнем якутском платье. Над скульптурами установлен символизированный трехосный каркас якутской юрты высотой 6,60 метров, изготовленный из листового цветного металла, на северной стороне которого имеется надпись «Россия, Якутия» с изображением между этими словами герба России, что символизирует нерушимость исторического вхождения Якутии в состав российского государства. Отныне молодые пары день свадьбы предпочитают приезжать именно сюда. Считается, что если молодожены прикоснутся к бронзовой Абакаяде в их будущей семейной жизни, все сложится удачно. Спасибо за внимание.